Ноябрь 2015 года. Это фонд обязательного медицинского страхования при правительстве Кыргызской Республики. Сегодня аббревиатура ФОМС – привычное дело, у всех на слуху. Но помнится, 20 лет назад его история только начиналась, и совсем было непонятно, что получится из этой вынужденной идеи, призванной защитить всех нас в новых условиях демократического развития страны. Предлагаю перелистать страницы истории и вспомнить, насколько это важно было тогда для нас и как это было. В начале 90-х с обретением независимости экономика Кыргызской Республики оказалась в тяжелой ситуации, что резко отразилось на социальной сфере, в том числе и на здравоохранении. В условиях экономической переориентации на рынок значительно сократилось бюджетное финансирование сектора, что привело к ухудшению здоровья граждан страны. Такая ситуация привела к необходимости проведения реформы в отрасли. Ее главными целями стали улучшение эффективности использования финансовых средств и общая реорганизация существующей системы охраны здоровья для повышения качества предоставляемых медицинских услуг. А важным направлением – разработка и внедрение новой системы финансирования здравоохранения, включающей в себя новые источники финансирования и более совершенные механизмы распределения средств. Лорд Беверидж повстречался с канцлером Бисмарком на Великом Шелковом пути. Эта фраза принадлежит одному из экспертов ВОЗ, который тщательно исследовал кыргызскую модель здравоохранения, где обязательному медицинскому страхованию была отведена немаловажная роль. Законы об охране здоровья народа и о медицинском страховании были приняты в 1992 году. Они заложили многоукладность системы здравоохранения и сформировали базу для введения ОМС в Кыргызстане. Но из-за плохой экономической ситуации вплоть до 1997 года решение вопроса откладывалось. За это время уровень финансирования сектора здравоохранения еще больше снизился. Резко ухудшилась доступность медицинских услуг. Стало очевидно, что без дополнительных финансовых источников уже не обойтись. Тогда-то Джогорку Кенешем и было принято решение на всей территории страны с января 1997 года ввести обязательное медицинское страхование. Процессом внедрения ОМС в Кыргызстане была призвана заниматься образованная в ноябре 1996 года Республиканская касса здоровья, преобразованная впоследствии в июле 1998 года Фонд обязательного медицинского страхования при правительстве Кыргызской Республики. Обязательное медицинское страхование – это государственная форма социальной защиты, направленная на обеспечение прав граждан Кыргызской Республики в области охраны здоровья. Было прописано во всех его документах. Целью ОМС является гарантированное обеспечение застрахованных граждан Кыргызской Республики качественной медицинской и профилактической помощью в рамках программ обязательного медицинского страхования. Эксперты отмечали особенности системы ОМС в Кыргызской Республике. Это поэтапное его введение на всей территории республики в рамках согласованной политики реформирования здравоохранения. Единый концептуальный подход на всех уровнях оказания медицинской и профилактической помощи населению. Создание совместно используемых систем информационного обеспечения Министерства здравоохранения и фонда ОМС, интегрированных в базы данных социального фонда. Внедрение новых методов оплаты медицинских услуг и контроль их качества, сбор взносов на ОМС через социальный фонд. Введение обязательного медицинского страхования в критический период в конце 90-х, когда расходы на здравоохранение снизились с 3,7% в 1991 году до 1,9% в 1999 году по отношению к ВВП, позволило частично поддержать учреждения здравоохранения, предотвратить обвальное падение уровня финансирования медицинских учреждений. В 2001 году была разработана и введена программа государственных гарантий, которая является государственным социальным стандартом в области здравоохранения, определяющим объем медицинской помощи, оказываемой населению бесплатно или на льготных условиях за счет средств бюджета и ОМС. Параллельно с введением программы государственных гарантий была введена сооплата со стороны населения за некоторые виды медицинской помощи, призванная заменить неофициальные поборы и платежи, захлестнувшие сектор здравоохранения. Ежегодно под эту программу выделяется практически 60% всех расходов здравоохранения.
Значительное увеличение бюджета сектора в последние годы позволило расширить объемы и виды медицинской и профилактической помощи, предоставляемых населению бесплатно по программе государственных гарантий. Так, с 2006 года, согласно этой программе, медицинская помощь детям в возрасте до 5 лет, женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде, пенсионерам в возрасте 75 лет и старше предоставляется бесплатно. С 2008 года бесплатно предоставляется медицинская помощь пенсионерам в возрасте 70 лет и старше. Для остальных пенсионеров сооплата при лечении в стационаре снижена до минимальных размеров – до 200 и 260 сомов. На компенсацию отмены сооплаты за счет республиканского бюджета в период с 2006 по 2009 годы направлено почти 600 миллионов сомов. Для введения рыночных механизмов в системе здравоохранения были разделены функции поставщиков и плательщика, покупателя медицинских услуг. За фондом ОМС законодательно были закреплены функции единого плательщика, что позволило создать новую финансовую и организационную структуру в кыргызской системе здравоохранения, которая способствует более эффективному и более справедливому использованию средств. Аккумулируя бюджетные средства на национальном уровне, достигнуто их равномерное и справедливое распределение между учреждениями здравоохранения независимо от экономического состояния района или города. С первых дней образования фонд ОМС продолжает политику усиления первичного звена здравоохранения путем приоритизации ее финансирования. За счет аккумуляции средств здравоохранения на национальном уровне фонду ОМС удалось не только выровнять нормативы финансирования первичного звена по всем регионам, но также и увеличить общий объем финансирования с 23% всех средств в 2006 году до 40% в 2009 году. С целью повышения возможности оказания медицинских услуг на первичном уровне, улучшения экономической доступности к лекарственным средствам застрахованных граждан, с 2000 года на всей территории республики поэтапно введена дополнительная программа лекарственного обеспечения застрахованных граждан на первичном уровне. К 2003 году дополнительная программа ОМС была поэтапно внедрена на всей территории республики. Сегодня застрахованные граждане приобретают лекарственные средства по рецептам врачей и оплачивают только часть стоимости лекарственных средств. Остальную часть аптечным учреждениям возмещает фонд ОМС. Уровень возмещения стоимости лекарственных средств в среднем составляет 50%. Ежегодно на реализацию данной программы направляется 75 миллионов сомов. Кроме того, ежегодно на обеспечение лиц, страдающих социально значимыми заболеваниями, в рамках программы государственных гарантий направляется 25 миллионов сомов. Введение дополнительной программы лекарственного обеспечения позволило не только акцентировать усилия врачей на лечение больных на амбулаторном уровне, но также является хорошим примером активного партнерства государственного и частного секторов на договорной основе. Широкое вовлечение частных поставщиков позволило также расширить аптечную сеть. Отличительной особенностью фонда ОМС является то, что фонд не просто оплачивает медицинские услуги на основании заключенных договоров, а проводит мониторинг качества предоставляемых услуг, анализирует эффективность использования ресурсов в общем контексте реформы здравоохранения страны. Фондом ОМС ежегодно проводится экспертиза качества более 60 тысяч случаев предоставления медицинской помощи на стационарном и амбулаторном уровнях. Изучается удовлетворенность пациентов полученными услугами, которая проводится путем анкетирования пациентов, а также при получении предложений и их жалоб, поступающих по телефонам доверия в центральный офис и его территориальное управление. Работа телефона доверия включает в себя рассмотрение и анализ обращений граждан, жалоб пациентов на качество оказания медицинской и лекарственной помощи, разбор конкретных случаев вместе с медицинскими работниками, принимавшими участие в лечении больных, и выявление причин, приведших к нарушению прав пациента. Одним из ярких примеров, приведших к положительным результатам внедрения в клиническую практику стандартных схем лечения и мониторинга качества ведения больных, является устойчивое сокращение оперативных вмешательств по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
а также снижение уровня госпитализации больных бронхиальной астмой. Работа с населением основана на формировании новых подходов, переходе от пассивной передачи информации и знаний к партнерским взаимоотношениям, определении приоритетов, ориентированных на решение проблем как общества в целом, так и отдельных сообществ, групп населения и каждого человека. В своей деятельности фонд ОМС руководствуется принципами уважения и защиты прав пациентов, отзывчивости, ориентации на потребности и нужды людей. Признание отзывчивости в качестве цели системы здравоохранения формирует понимание того, что эта система обязана служить людям и подразумевает уважение достоинства человека. В соответствии с законом о структуре правительства Кыргызской Республики от 22 октября 2009 года, а также руководствуясь статьями 7, 42, 47 Конституции Кыргызской Республики, фонд ОМС при Министерстве здравоохранения был преобразован в фонд ОМС при правительстве Кыргызской Республики. Эта мера позволила повысить эффективность использования средств государственного бюджета, направляемых на финансирование программы государственных гарантий, переведя их в категорию средств государственной формы социальной защиты, направленной на обеспечение прав граждан в области охраны здоровья, основанной на страховых принципах финансирования и базовом государственном медицинском страховании. Позволила также включить в реализацию программы государственных гарантий частные организации здравоохранения и расширить конкуренцию среди поставщиков медицинских услуг, создать возможность выбора для пациента. Ожидается, что привлечение частных поставщиков к реализации программы государственных гарантий должно привести к снижению финансовой нагрузки на государственную систему здравоохранения. История фонда обязательного медицинского страхования в Кыргызской Республике продолжается, а значит, будут новые победы и достижения.